Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз глава государства большую часть своей речи уделил вопросам геополитики, экономической и социальной поддержки граждан, в особенности участников и ветеранов СВО, а также экономической ситуации в стране. Обо всем по порядку. Алина Цгоева. В первом блоке послания, конечно, специальная военная операция. С первых минут президент дает понять, украинский кейс Запад раскручивал давно. Россия делала все, чтобы решить проблему дипломатией. Но обещания и заявления нашей стране обернулись подлогом и ложью. Делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Путин в своем послании назвал Украину порабощенной Западом, но прежде поблагодарил наших бойцов, которые храбро сражаются на передовой. Отдельно слова благодарности народу России, сотрудникам Росгвардии, спецслужб, патриотам и, разумеется, добровольцам. Владимир Путин называет их воплощением подлинного героизма и анонсировал новые меры поддержки бойцам и семьям участников СВО. Я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс». Хочу принести свои извинения. Простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно. И просто боялся обидеть тех, кого не назову. В ближайшее время запустят и специальную программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Начнется и наращивание программы новых субъектов федерации. Цель – возродить там предприятия и создать новые рабочие места. Президент вспомнил и о крахе советской экономики. Тогда казалось достаточным копировать западную рыночную модель, а в итоге нас воспринимали как источник дешевого сырья. Именно поэтому в послании было так много внимания поддержке нашей экономики, несмотря на попытки Запада обвалить рубль, спровоцировать инфляцию, дестабилизировать общество изнутри. Расчет не оправдался. ВВП в 2022 году снизился только на 2,1%. Усиленно начнется работа по наращиванию мощностей Транссиба и БАМа. Несмотря на внешнее давление, Россия продолжит развивать Сибирь. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Главные смыслы – время липовых отчетов и имитации работы уходит. Наступает время стратегических проектов инициативных лидеров. И, как обычно, сразу после выступления в Госдуме уже начали работу по поручениям президента. Алина Цгоева, Новости Осетии.